Поэт – это говорящая собака среди неговорящих собак. Поле серебряной ниточкой поле и привлекает бабочек. Но есть что только есть. Разгуляемся снова, разгуляемся. О, непроглядная ясность! Причем тут это есть сестра. Чистота сотворяется, не взорвется ничто, где есть глаза зачинались. Буду за величие, благоухание снежинки все несут и несут на землю иероглифы Бога. А что такое есть? Иногда мне кажется, что я живу даже не второй, а какой-то третьей, четвертой жизнью. В моем детстве в нашей деревне были еще черные избы. Семилетку я окончил при Лучине. Среднее учебное образование при керосиновой лампе. Чувство моей юношеской любви загоралось в пламени огромных чувашских хороводов. И вот стареющий я сижу и говорю с вами в Париже, а в ушах у меня гул авиньонского фестиваля. Заряюсь и дома, и все забываю, и снова я с братьями. Мне только свет, и не знаю подробные вещи. Снова улыбки, давно по себе принимающей, ли я с благодарностью с кругов мерцаний отцов. И только одно уже помню, как будто сияли сияния в звонких проемах касаниях, звонкости веяния женственно-жертвенных сил, столь всеохватно, как мир отовсюду, мне тоже сыну шепча. Я чуваш. Мой первый язык чувашский. Мою деревню, которая находилась на юге Чувашии, окружали бесконечные леса, в которых чуваши скрывались от татар, от русского крещения. Леса и болота начинались прямо у деревни. А что находилось на той стороне леса, было непонятно, потому что никто туда не добирался. Была такая самозащита, обособленность, и организовывалось общество, которое разрабатывало мирные законы памятования основ мирного уклада, потому что это очень сложно – жить мирно. Убийство в наших деревнях случалось раз в 100 лет. Это было событие столь невероятное, что у такой деревни ставили громадный черный столб, означавший «Внимание, здесь убили человека». Богатство и бедность не управляли жизнью. Важнее было количество сыновей в семье, ведь землю распределяли подушно. В такой деревне я вырос. В тумане сияния Родины островами остались, жемчугами остались леса, до которых я никогда не добрался. Детское что-то я помню, толь плечики в них выступали, белели наклонно к полям, то ли жалобой вдруг расслаблялось движение, скорее в печали, чем зримое там на опушке недостижимое. Айги – это не псевдоним, это родовое имя. Есть такое чувашское слово «хайги». Оно означает «тот самый». Кто-то из моих прадедов упорно выговаривал «айги» без первого звука. Так и пошло. У чувашей фамилии ведь прежде не было. И свою паспортную фамилию, Лисин, отец мой получил случайно. Мужики, собравшиеся придумывать себе фамилии, сначала давали их просто. У тебя отец Василий, будешь Василий. Петр, так Петров. Потом заскучали, стали брать фамилии знаменитых людей. У чувашей поэтому есть и Пушкин, и Ломоносов. И я учился в одном классе с Александром Сергеевичем Пушкиным. Это был несчастнейший человек на свете.
А когда дело дошло до отца, мужики совсем расшалились и записали его Лисиным. Он был хитрый, как лиса. Но истинное имя нашего рода – Айги. А когда в Чебоксарах выпускали мою первую книгу, то мой крестный отец в литературе, Педер Хузангай, так и сказал: «Твое родовое имя Айги, вот это и есть твое поэтическое имя». Закатилося, куполя куполели, солнышко, лелю май, алелюмка леда. Тихо здесь входит в пение демядис, Божие дерево, куполя куполели. Спит в постелюшке дочь моя лелю май, алелюмка леда. Моими колыбельными были пушкинские стихи. Отец, деревенский учитель, пел их мне на мелодии, должно быть, собственного сочинения. Я потом никогда ничего похожего не слышал. Чудесное райское детство с отцом, другом, покровителем, поэтом. Удручающее одиночество без него. Он погиб на фронте в 1943 году. Несколько лет я ходил в поле. Не идет ли по дороге мой отец? Не возвращается ли? Мне было 6 лет, когда я написал, как ни странно, не стихи, а какой-то прозаический фрагмент. О том, что мы с мамой были в лесу, и что все деревья уже пожелтели, и самое мощное дерево стояло еще в листьях грязно-желтых. Меня это поразило, и это был дуб. О своем удивлении, почему же этот дуб стоит, чего он ждет, был мой рассказ. Отец очень серьезно со мной поговорил, как взрослый с взрослым. Он сказал: «Ты будешь писать, но это очень трудный путь. На нем надо искать правду, любить ее, быть ей верным». Он был очень серьезен. И это оказалось незабываемым впечатлением, истинным напутствием. Был мой отец, как белый пряник, белое сияло добро, воздухом дня поглощаясь. А теперь в этом воздухе нет никого. Горница зимою становится полем пустынным, теменью дня поглощаясь. И снятся под утро в поле отцовские сани, белые, как пряник, только в них нет никого. Но излучается, веет над ними белое тоже добро, грустью моей поглощаясь. Я очень плохо начинал в поэзии. Наверное, хуже моих стихов ничего не было, когда я поступал в Литинститут. Тут была серьезная причина. В ту пору все в один голос твердили, что литература должна быть народной. Понималось это слишком просто, плоско даже. Процветали подделки, псевдонародные песенки, но я верил, что надо именно так. И я насиловал себя, свое творчество, пытался подделываться под фольклор. И искренне, добросовестно. Но у меня ничего не получалось. Потом, в 1948 году, мне попался том Маяковского. В деревне, совершенно случайно. Я был потрясен, меня перевернуло совершенно в другую сторону. И я опять долго, упорно, страшно писал под Маяковского. Результаты были кошмарные. Да здравствует подставка чистильщика, деревянный пьедестал для памятника крепкой и сильной ноге. Москва начиналась для меня с памятника Пушкину, с подстриженных газонов Тверского бульвара, с лип, роняющих пожелтевшие листья перед домом Герцена. Здесь я поступал в литературный институт имени Горького.
Все влекло вперед, радовало и мучило. Каждый шаг обещал новые знания, новые восторги, новую дружбу. Это было время, когда все тянуло на «о». О юность, о вьюга, о шелест афиш. И мое самое восторженное «о» – библиотека имени Ленина. Там я проводил почти все мое свободное время. Я дружил с физиками и лингвистами, слушал их споры о теории информации и вмешивался в эти споры. Я подружился с молодыми художниками. Мне до сих пор дороги их маленькие мастерские, заваленные холстами. Я знаю их трудолюбие и мужество и не увлекаюсь импортными сказками о взбалмошной природе художника. От близкого снега цветы на подоконнике странны. Ты улыбнись мне хотя бы за то, что не говорю я слова, которые никогда не пойму. Все, что тебе я могу говорить: стул, снег, ресницы, лампа. И руки мои простые и далекие, и оконные рамы будто вырезаны из белой бумаги, а там за ними, около фонарей, кружится снег самого нашего детства. И будет кружиться, пока на земле тебя вспоминают и с тобой говорят. И эти белые хлопья когда-то увидел я наяву, и закрыл глаза, и не могу их открыть. И кружатся белые искры, и остановить их я не могу. Мое поколение выросло без отцов. Оставшиеся лжеотцы от литературы воевали с такими, как я, как с равносильными врагами. Поистине отеческое отношение ко мне я встретил в моей юности только у двух чувашских поэтов. И еще у Бориса Пастернака. Я пишу о поэте, который был аполлонически прекрасен в свои 70 лет, и о 22-летнем восторженном юноше. Этим юношей был я. Одно из моих первых русскоязычных стихотворений называлось «Отмеченная зима». В этом названии скрытая цитата из Пастернака. Я знал, что он среди близких отзывался обо мне словами «он отмеченный». Мы с женой вышли прогуляться. На Переделкинском перекрестке мы столкнулись лицом к лицу с Борисом Леонидовичем. Это произошло среди очень пастернаковской вьюги. В эту стихию включился поистине вьюжный монолог Пастернака. «Как я рад! Вот, наконец, вы здесь! А ведь вообще думают, что смысл существующего, главное, где-то там, в других мирах. Нет, все здесь, сейчас, вот, в это самое время, вечное, неприходяще сущностное здесь, и прекрасное здесь, и тайна, и чудо, и наша нескончаемость, все здесь. Ведь вы понимаете, да?» Много было счастья. Тяжелые времена наступили резко, одним мрачным огромным обвалом. Ранней весной 1958 года Пастернак ждал меня по обыкновению на веранде. Он не поднялся мне навстречу. Сидел, охватив руками склоненную голову с прекрасной серебряной сединой. Услышав мое приветствие, опустил руки. Лицо его было как обугленное. «Борис Леонидович, опять что-то случилось?» — воскликнул я. Снова тучи над головой накопились. Он Пушкина звал себе на помощь. Его бесстрашные строки. Страшные были дни. А потом началось это дело с исключением меня из комсомола. Не снимая платка с головы, умирает мама,
И единственный раз я плачу от жалкого вида ее домотканного платья. О, как тихи снега, словно их выровняли крылья вчерашнего демона! О, как богаты сугробы, как будто под ними горы языческих жертвоприношений. А снежинки все несут и несут на землю иероглифы Бога. Осенью 1959 года я выехал в Чувашию домой к умирающей матери. В деревне я жил под официальным наблюдением, как враждебный элемент, как было заявлено на сессии местного райисполкома. Спустя некоторое время мне передали телеграмму. Словно двинувшиеся с бумаги ударили слова: «Классик скончался». Моя мать, малограмотная крестьянка, обладала драматически развитым умом и была для меня настоящим духовным другом. Я ей рассказывал о Пастернаке, она понимала его значение в моей жизни. «Ты обязательно должен быть на его похоронах», — сказала она. «Поезжай. Верь, я не умру до твоего возвращения». Наступала ночь. Я кинулся бежать по полю в дальний районный центр, чтобы оттуда добираться до железнодорожной станции. Светила луна, и вдруг я решил еще раз прочесть телеграмму. Там стояло: «Похороны во вторник». Бориса Пастернака похоронили 3 дня назад. Моя мать умерла ровно через 2 недели после кончины Бориса Леонидовича. Так, от страшного двойного удара кончилась моя юность. Не вы убивали, не вы побеждали, не вашего поля. Недаром вы слушать его не умели, диктовало откуда-то что-то, места своего не имея. И не было будто ни губ, ни бровей, ни висков, кроме далекого голоса и неожиданных рук. И даже законы движения и роста искали иного служения ему. Непредвиденным было то место под небом, где все утверждалось как тяжесть, и от всех эта тяжесть его отделяла, как падающее что-то отделяется от воздуха в воздухе. И цвета испанского табака были живы глаза перед смертью, тоскующие по чистоте, рождаемой только разрывом и гибелью. В конце 50-х, в очень тяжелый для меня период жизни, я подготовил себя к мысли, что ни одной моей строки при жизни я не смогу опубликовать. Был выкинут в безбрежность России, мотался по Сибири, снова вернулся в Москву, без средств к существованию, без прописки. Я год на вокзале ночевал, на главпочтамте, всякого хватало. Меня спасла встреча с кругом подпольных художников, поэтов и музыкантов. Это было истинное братство бедных, но гордых, объединенных творческими поисками и надеждой людей. Это меня и спасло. И жизненно, и творчески. Они меня приняли как своего. Мои стихи, я тогда только начинал писать по-русски, моя нерусскость для них никогда никакого значения не имела. Я в жизни никогда не испытывал по отношению к себе никакого национализма. Это было счастье моей жизни и судьбы. Никогда не был чужим среди русской интеллигенции. В наших подпольных авангардистских кругах этого просто не существовало. Это черта именно авангарда как такового, классического всемирного авангарда, когда все равны и все действительно братья в творческих поисках. Это замечательная черта.
А пить, как будто в лете спать, с лицом чужим, как бы натянутым, над местом невещественным, опасным, и озаряться в той реке огнем незримым тьмы. Ты там, мой друг, в беспамятстве сказавший, как жить, да шкурой на базар торговать своею золотой. Меня никуда не брали. Проверяли документы, видели, что меня исключили из комсомола, и все. Я пошел устраиваться на химзавод около Киевского вокзала. И вот уже перед тем, как выйти на работу, я пришел к Волконскому. «Ты с ума сошел? Я тебя запру и не выпущу из дома, пока не устрою на работу». Знакомый Рихтера работал в музее Маяковского и назначил мне явиться туда. Я пришел, и меня сходу взяли на работу. Директор музея гордо сказал потом: «Ну, наконец, у меня народный человек появился. Вы все тут декаденты». А потом этот народный человек стал устраивать выставки футуристов. В течение 10 лет я был ответственным за проведение выставок и вечеров. В эти мрачные годы нам удалось устраивать выставки Малевича и Татлина, Филонова и Матюшина, Елены Гуро, Василия Чекрыгина. Последней оказалась выставка Шагала. Где тьмы безвинных жертв, давно уж призраков, где сам ты жертва, лишь пока живущий, там Родина, лишь эта Родина, любовь и к жертвам за страдания, и сам ты жертва среди них. Лишь эта Родина, и лишь к такой привязанность, и ту такую не покинуть. А как жил? Меня однажды спросил об этом мой друг, французский актер и поэт Антуан Витес, заставший меня с семьей в очередном домишке на окраине Москвы. Ведь приходилось с 3 детьми то снимать квартиру, то скитаться по друзьям. Вот одно объяснение есть – дружба. Настоящая дружба, которая поделится последним куском, последней тряпкой, крышей над головой. Я мог потратить день на поиски 3 рублей, но я их находил обязательно. Мои друзья не были, понятно, богаты, но было то, о чем сейчас много говорят – сострадание, милосердие. Не на словах, а кто чем мог. Помогали мне и европейцы, но больше помогали, постояннее, наши. Оно и понятно. Причем не только художники, поэты, музыканты, а просто разные люди. Кого Бог послал, тот и друг. Самое ценное, самое дорогое в моей жизни – это друзья. Они и спасли, буквально. Я как будто в муке, а ведь так хорошо, в этом холоде странно уютно. Я полою одежды укрыт в этом мире, в ожидании легком. Это счастье мое, как взяв юшку и здесь, и буран за селом. Я не знаю других, о, священно народный, словно мама народ. Впервые мои стихи в Европе появились в 1962 в молодежной варшавской газете. Их опубликовал выдающийся польский писатель Виктор Ворошильский. В Чехословакии вышли почти одновременно 2 книги, затем в ФРГ. Я преодолевал страх, чтобы выжить, и продолжал работать. 20 лет писал в стол. После публикации моих стихов в журнале «Континент» в 1975 году я ни разу не смог поехать в Чувашию в течение 10 лет. Друзья предупреждали, что не будет для меня жизненных гарантий. Меня спросила приятельница: «Гена, как вы пишете?»
Я ответил: пишу так, как будто завтра все будет кончено. И давно вы так пишете? Уже 20 лет. Но это же невозможно. Почему невозможно? Вполне возможно. Любые 2-3 новых стиха, которые у меня появлялись, я раздавал друзьям, чтобы они сохранились. Но в какой-то момент страх исчез. Я перестал бояться. Ты можешь отказаться от пространства, от теней призраков и от живых, и обнаруживаешь ты последнюю, где вновь найдешь ты все тобою отмененное. Та родина — язык. Быть похороненным в той родине, с надеждой в ней пребыть, в сиянье остающемся, хотя и лимб язык, и худшие в ней ты знал, водя их сумерки в сиянье. И нет другой, быть схороненным в ней с надеждой, даже без надежды. Касаясь шубы, как в санях, кусал ты губы. Понимают будто бы или не съестное. понимают меня, я об этом никогда не задумывался. Даже некоторые близкие друзья в течение многих лет называли мои стихи полным бредом. Неправда, что мои стихи ходили в самиздате. Кроме 5-6 человек, их никогда никто не переписывал, не перепечатывал. В 1959 году в деревне я решил: буду в стихах строить тугие пространства, и буду строить их иначе, чем принято в русской поэзии, в других пространствах. И мои стихи стали превращаться в тот тип свободных стихов, который я раньше не любил. Моцарт божественный, Моцарт, соломинка, циркуль божественный, лезвие, ветер, бумага, инкфаркт, Богородица, ветер, жасмин, операция, ветер, божественный, Моцарт, кассация, ветка, жасмин, операция, ангел божественный, роза, соломинка, сердце, кассация, Моцарт. Словесный текст как тело. Предварительно я его вижу, может быть, и не на бумаге, а в некоем сотворенном небумажном пространстве. В заботе над телом вещи на бумаге, я думаю, сказывается и мое сельсконародное происхождение. Например, все мои стихотворения обязательно озаглавлены. В случае отсутствия заглавия я просто ставлю без названия. Словно я не могу видеть без крыш любые, даже словесные строения. То же самое относится и к дате любого стихотворения. Я вижу ее конструктивно входящей в единое здание произведения. О, голубое и поле серебряной ниточкой поле, и много золота, много вдоль напряжения и твердостью светлости высь. Из поля и леса состоял для меня весь мой мир. Знакомясь по мировой литературе с мирами-океанами, с мирами-городами других народов, я старался, чтобы мой мир, лес-поле, не уступал бы по литературной значимости другим общеизвестным мирам. Я хотел малое возвысить до большего. Простое желание что-то рассказать об облике своей страны другим, людям иных ландшафтов, иных культур. Так и возникали мои поля и леса, возникал снег, белее до символа. О, Бог, опять снега, душа снега и свет. О, Бог, опять снега, а будь что есть их нет. Снега, мой друг, снега, душа и свет и снег. О, Бог, опять снега, и есть что снег, что есть. А вообще, что осталось?
Для творческих основ я сотворил себе народ, мой народ. А прожил вне этого народа почти 40 лет. Долго жил в русских деревнях, сходя с ума от ужасающе явного конца России. Старался жить многодетной семьей. Рушилось все, Бог молчал. А поэзия, она съела мою жизнь. Сил, чтобы радоваться успехам, уже нет. Нужна ли поэзия людям? На этот вопрос я ответил бы вопросом. А есть ли у вас 5-7 читателей? 5-7 читателей, находящих человеческое тепло в ваших стихах. Поэзия может делать единственное – сохранять человеческое тепло под холодным земным небом. Для этого поэту необходимо иметь это тепло в себе, хранить его вопреки всему. Это малое, ничтожное тепло, но без него нет человека. Есть песенка средь трав на лугу, пойти ли к ней и запеть ли, или принести вам сюда и спеть на прощанье. Мой дед по матери был последним языческим жрецом в нашей деревне. Чувашский жрец – это хранитель места жертвоприношения, глава религиозной жизни своей деревни. Наверное, от деда унаследовала моя мать и независимость характера, и некоторую даже дерзость. Вообще, чем старше я становлюсь, тем чаще задумываюсь над мудростью своего народа. Существует, например, целая система воспитания. Особым должен быть подход к светилам, солнцу, луне. Они священны, они очень живые. Все это воспитывается с детства. Все вложено в наши языческие молитвы, они на этом держатся. Бродил я в поле, не было там ни одной копны. Зашел я в деревню и не увидел там никого. А девушки сидели за вымытыми стеклами узеньких окон и вязали глазастые кружева. Посмотрел я в окно и увидел, что сватают мою милую. В белое платье ее нарядили, в руку дали ей ковшик, и стоит она перед столом. Я плакал, качаясь перед твоим окном, и была ты тиха, как свеча на подоконнике высокой церкви. Вижу, молчал я, прощай. Родных не имея, народ понимал я. Долго потом, что-то было, я знал, и ничего головой не запомнил, плача с чеками в руках. Мой переход на русский был мучительным. Я стал писать на русском, но дал себе клятву, что чувашский никогда не оставлю. Это мой долг. И я всю жизнь перевожу русскую и западную поэзию на чувашский. Переводил французов, поляков, венгров, шотландцев, бретонцев и шведов. Я составил большую чувашскую антологию с древних времен до наших дней. Когда начиналась очередная кампания травли, я всегда успокаивал себя. И это, честное слово, вселяло силы. Не ради них делаю, сохранить, не дать, чтобы канули в лету великолепные образцы народной поэзии, создаваемые веками простыми деревенскими священниками, малограмотными крестьянами, моими соотечественниками. И это птица Чебоксары, Шубашка. Читаешь, и вдруг ловишь себя на мысли, что слышишь голос деревенской девочки, жившей в XVI или XVII веке. Наконец приближаюсь, там нет никого, никогда не бывало. Лишь серебро давнего чувства свободным теплом над лбом и плечами
О, это легкое поле сиянием в небо! Сколько бы ни было ветров чуть темных, уходов и жизней, это спокойнее Бога покоя, там в тишине голубо. Для меня это книга долгого прощания. Я в ней прощаюсь с братьями. Теперь все они братья, и ровесники, и отцы, и деды. Земля пропитана памятованием о них. Когда-то они входили в родное село с песнью в честь возвращения. Теперь я пишу о другом пребывании их. Колыханьем лесного подола ушла вереница, с улыбками были, исчезла, с собой вводя и напев, шагами ушла колыханием некого дела руками, дрожание края лесного мне оставляя уже ненадолго. Нет, не взорвется ничто, я спокойствием буду задушен. Боже, какой это Бог мой спокойный, так на виду затихать. Что ж, да поем, ничего не предвидится, значит, еще как в воде отоснится. О, вереница, ходьбе веренице! Боже, прими за живое хотя бы такое. О, отоснится, и лес закрывается слабостью тихой слезе вереницы. Вам, недопевшим,